Приветствуем вас, Беслан Алексеевич, в студии Абхазского телевидения. Здравствуйте. За месяц отсутствия нашей передачи в эфире произошло огромное количество самых, мне кажется, интересных событий. Конечно, все это подробно мы обсудить сегодня не сможем в рамках одной передачи, но давайте остановимся на самых важных из них. И вот хотелось бы о некоторых в частности поговорить. Начнем, пожалуй, с новостей МИД. Как вы знаете, вот этим летом был наше внешнеполитическое ведомство очень активно. Было несколько важных поездок, в том числе в Сирийско-Арабскую республику, в Никарагуа. И я знаю, что на недавней встрече президент Бадр Гунба дал распоряжение развивать и другие направления. Как вы оцениваете вообще вот некую такую, скажем, активную деятельность МИДа? Вы знаете, такая активность всегда приветствуется. В каком плане? Учитывая наше положение, наш статус Абхазии. Мы много раз говорили, что вот это частичное признание, чтобы расширить наше признание в международных отношениях, необходимо активизировать деятельность. Это правильно делается вообще-то. Но здесь вот о чем нужно говорить. Понимаете, международные отношения, вообще процессы, которые в мире происходят, явно не в пользу вот обращения к Абхазии и Южной Осетии расширения, в плане признания, расширения признания Абхазии. Потому что мы не должны забывать, что вот то, что происходит по вопросу Украины, вот такая активная, агрессивная политика по отношению к России не позволяет пересмотреть некоторые отношения по отношению к Абхазии и Южной Осетии в плане расширения. И поэтому, если какие-то есть, знаете, какая-то деятельность международных отношений, побывать в Сирийской Арабской Республике, которая признала Абхазию, в Никарагуа, допустим, признала Абхазию, да, даже в плане символическом очень важно. Я повторяю еще раз, в плане строительства государства символы важны. И стоит обращать внимание, что большинство стран Абхазию не признали, Южную Осетию не признали. Понимаете, страны, которые начинали, многие страны, которые сегодня признаны, так и начинали. Понимаете, вот потому ограниченность признания не обращает, понимаете, чтобы вообще эту работу оставить, может получится, может быть и нет. Потому что, я повторяю еще раз, много раз мы говорили, международное признание – это длительный процесс. Потому что это все зависит от многих факторов, которые в мире происходят. Это факторы, которые влияют и на внешнюю политику Российской Федерации тоже. И поэтому, когда вот какая-то, знаете, активность наблюдается в МИД Абхазии, это всегда радует, потому что это говорит о том, что к Абхазии обращают внимание, где-то встречают. Это говорит о том, что Абхазия все-таки, даже несмотря на такой статус частичность, она признана. Это очень важно. Понимаете, вот всегда, когда говорят о частичности, мы всегда должны помнить, с чего мы начинали. Помните, десятки лет Абхазия оставалась таким непризнанным, таким государственным образованием. Но после 2008 года это случилось. Это вообще историческое такое явление, понимаете, вообще в строительстве государства Абхазии. И поэтому если где-то в Абхазию приглашают, в других странах, может быть, не на таком высоком даже уровне, это всегда, учитывая, что все-таки Абхазия маленькая страна, это очень важно, это всегда событие, потому что это говорит о том, что Абхазия как государственное образование, она состоялась. А что касается расширения, понимаете, все отмечают, которые обращают внимание на Кавказ, на Южный Кавказ, на Абхазию, Южную Осетию. Это мы должны принять. Широкого такого признания в современной истории Абхазии и Южной Осетии не получит. Но это, понимаете, вопрос 10-й, 50-й. Если мы государство успешно состоимся, я повторяю, наши потребности государственные будут, понимаете, в плане реализованы, в плане языка, культуры. И некоторое признание истории из других стран, это говорит о том, что действительно, о чем начинали, вот когда мы все это начинали, да, вот, это говорит о том, что это состоялось. А что касается расширения, или, может быть, даже, понимаете, некоторое такое агрессивное отношение к нашим странам, к Южной Осетии, к Абхазии, болезненной такой реакции не стоит делать, потому что мир так развивается, мир неустойчив, другой миропорядок, учитывая все, что в мире происходит. Понимаете, вопросы Абхазии и Южной Осетии, это где-то на 40-м, 50-м, может быть, месте. Очень активные, очень острые международные конфликты, на которые сообщество мировое больше всего обращает внимание. Но если что-то случается, где-то Абхазию принимают, это всегда надо приветствовать. Спасибо большое. Перейдем к другой теме, очень важной, мне кажется, для Закавказья. Я думаю, что несколько лет назад представить такое было себе сложно, что лидеры Армении и Азербайджана встретятся и подпишут меморандум о мире аж в Вашингтоне, да, при, скажем так, очень активном содействии Дональда Трампа. Странно, конечно, что это произошло в Вашингтоне, а может быть нет, вы нам сейчас объясните почему. Кстати, многие воспринимают это уже фактически как договор о мире, так ли это?
Нет, это совсем не так. Это не договор о мире между Азербайджаном и Арменией. Я объясню почему. Что они подписали? Они подписали меморандум о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном. Это разные вещи. Потому что еще очень много претензий, которые Азербайджан предъявляет к Армении. Например, в Конституции Армении записано, что Нагорный Карабах является частью Армении. Эту статью требует Азербайджан, надо убрать. Недавно случилось еще одно событие. Минская так называемая группа, которая долгое время занималась урегулированием между Азербайджаном и Арменией, этот институт был ликвидирован. Это тоже было требование Азербайджана. И причем там еще вопросы возникают, вопрос демаркации и границы тоже. Понимаете, так развиваются события вокруг Армении и Азербайджана вот последние месяцы, многие подумали, что мир уже заключен. Этого нет. Этого не произошло даже в Вашингтоне. Хотя Дональд Трамп демонстративно предъявив всему миру, он показал, что вот видите, мир заключен и так далее. Это очень важный шаг, это надо признать меморандум. Но это не мирное заключение между Арменией и Азербайджаном. Очень много конфликтов, связано, самое главное, между прочим, с коридором, так называемым Зангезурским, или как по-другому назвать Сюник, армяне. Понимаете, очень много вопросов, которые необходимо решить между двумя странами. Но надо признать, важный шаг сделан к миру. Но претензии друг к другу остаются еще. Я не уверен, что вообще-то, знаете, что некоторые говорят, что вот Россия была отброшена, на нее не обращают внимания. Я уверен, что без учета интересов России и Ирана никакого мира вот в этом регионе никогда не состоится. Потому что это прямо как раз вот затрагивать национальные интересы этих стран. Иран выражает недовольство. В каком плане? Демонстративно его отбросили, эту страну. Потому что всегда считалось, Иран всегда поддерживал Армению в вопросе Карабаха и так далее, и так далее. Вот так взять и отбросить региональную державу не получится. Это касается, кстати, Российской Федерации. Несмотря на то, что она занята, казалось, в Украине, такой острый конфликт, да, я уверен, что свои интересы в Южном Кавказе Россия всегда жестко, обращаю на это внимание, жестко будет защищать. Но как вам кажется, при этом не странно ли, что все это происходит в Вашингтоне? Хотя вот, например, Лавров на встрече в МГИМО говорил о том, что то, что произошло в Вашингтоне, вот подписание вот этого трехстороннего меморандума, оно готовилось в Москве, в том числе в 2020-2022 годах, что-то давно заложенные как бы камни к миру, условно говоря. Вот как вам кажется, почему тогда Вашингтон? Я вам напомню, шаги по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном вообще-то начала Россия. Долгие годы этим занималась. Это касается, кстати, и в рамках Минской группы. Много встреч, которые устраивала Россия на разных площадках и так далее, и так далее. Встречи были разные. Я вам напомню, когда острый конфликт возник, даже когда началась война, последняя война вот в Карабахе, когда вот шла такая наступательная операция, операция была остановлена, между прочим. Это было сделано со стороны России. И подключились к мирному договору. Конфликт был остановлен и вооруженный. А потом она получила другое развитие, другое разрешение вопроса Карабаха. Но понимаете, в чем дело? Вот все, что мы видели со стороны вот Дональда Трампа, все отмечают, здесь имеет место некоторая, вы знаете, форма театральности. Дональд Трамп такие вещи любит. Говорят, что это связано с его вот таким желанием, с очередным его мирной такой инициативой, вот это связано с желанием получить Нобелевскую премию. Мы не знаем. Много пишут, много говорят, и что его вот действия связаны с Украиной, это то же самое. Мы не знаем. Может быть, это, я считаю, это хорошее желание, если мир действительно случится. Но я вам напомню, что, понимаете, театральность одно дело, это всем, может быть, многим нравится, другое дело реальные шаги, которые необходимо сделать. И Азербайджан, и Армения. Я повторяю, очень много проблем, которые необходимо решить между двумя странами. И сейчас складываются и вот такие, вы знаете, проблемы между Азербайджаном и Россией. Понимаете, много говорят, очень много проблем, которые возникли. Я уверен, что в ближайшее время активная политика по отношению и к Армении, и к Азербайджану будет проявлена со стороны политического руководства России. И некоторые результаты мы узнаем. Я уверен, что Россия никогда не бросит Южный Кавказ, что бы ни говорили. Потому что если были когда-то некоторые неудачи в политике России на Южном Кавказе, это было время такой характер, который носил. Потом все становилось на свои места. Я думаю, что в данном случае то же самое произойдет. Ну и другая тема, которая, я думаю, тоже была очень важной, это то, что случилось на Аляске. Как вам кажется, вот если понятно, что выводов о многом тут можно говорить, но если бы вы выделили несколько самых важных итогов Аляски, о чем бы вы говорили?
самое важное, что отмечают многие, это что встреча состоялась между президентом США и Россией. Почти 4 года не встречались. Это две великие державы, это вообще считается ненормальным в международных отношениях, вообще политике международной. Это первое. Второе, все-таки, говорят, какие-то подвижки вот произошли в понимании, как вообще разрешить, урегулировать конфликт. И это мы узнаем, между прочим, из слов президента США Дональда Трампа. Некоторые вот его заявления, которые были сделаны, говорит о том, что он с пониманием относится к некоторым требованиям со стороны Российской Федерации в плане урегулирования. Это тоже очень важный шаг. Понимаете, много говорят, в последние дни даже много говорят, знаете, здесь тоже очень быстро развиваются события, кстати, вот связано с Украиной последние месяцы. Это касается встреч, это касается встреч между великими странами, с приглашением ведущих европейских стран. Вот на днях, между прочим, сегодня-завтра президент Дональд Трамп заявил, что в плане урегулирования конфликта многие руководители должны опять появиться в Вашингтоне, и какие-то договоренности вот, якобы должны произойти. Это говорит о том, что действительно Дональд Трамп искренне, наверное, хочет все-таки урегулировать. Но понимаете, что произошло? Мне кажется так. Многие тоже отмечают. Он просто столкнулся с таким сложным конфликтом, наверное, в своей вот действительно президентской вот истории, вот практике, вот когда он был первым президентом, первым в своем сроке и сейчас. Потому что это все отмечают, это очень сложный конфликт, который придется урегулировать десятки лет. А вот остановить войну вполне возможно. Но я вам напомню слова Владимира Путина, президента Российской Федерации, которые он произнес вот в Пекине, когда встречались лидеры ШОС и так далее. Все наши требования должны быть выполнены или путем дипломатическим, или с применением вооруженных сил. Мы должны добиться всего этого. Вопросы, которые были поставлены перед Украиной, мы должны довести до конца. Это говорит о том, что все-таки жестко до сих пор Россия будет ставить. До этого далеко, как будто бы, Вы знаете, что значит далеко? Может быть, кажется далеко, действительно. Но, понимаете, какой-то перелом, говорят, произойдет в ближайшие месяцы. И на полях сражений, и в плане проведения каких-то дипломатических встреч. Потому что мир начинает узнавать, понимать, что все-таки вооруженным путем заставить Россию на какие-то компромиссы вряд ли получится. Наоборот, им придется пойти на серьезный уступ. И в плане территориальном, уже об этом все открыто говорят, и в плане вообще политическом, чтобы Украина оставалась мирной, нейтральной страной, и чтобы никогда в этой стране такого проекта «Антироссия» никогда в Украине не состоялось. Это очень важное требование России. Я думаю, что все-таки жестко этого будет добиваться политическое руководство России. Благодарю вас большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Благодарю вас.